Смотрите в программе. Почти четверть миллиарда рублей Якутия получит на ремонт дороги Анабар. В Нерюнгринском и Мегино-Кангаласском районах усилят санитарные нормы для борьбы с коронавирусом. Между тем, в Якутии начался сезон сбора целебных трав. О том, какие из них действительно приносят пользу. Сюжет в конце выпуска. Продолжаем эфир нашего телеканала новостями к этому часу. 41 новый случай коронавируса выявили в Якутии за сутки. Об этом в ходе брифинга оперативного штаба по противодействию COVID-19 сообщила Ольга Балабкина. 34 в Якутске, 3 в Мегино-Кангаласском, по одному заболевшему в Нерюнгринском, Намском, Аймиконском и Кангаласском районах. Таким образом, с начала пандемии в Якутии зарегистрировано 5324 зараженных коронавирусом. Обращая внимание, характеризуя санитарно-эпидемиологическую ситуацию в районах республики, необходимо обратить внимание на то, что сегодня в таких районах, как Нерюнгринский и Мегино-Кангаласский, поставлена задача еще усиления соблюдения норм, которые определены стандартами санитарно-эпидемиологического благополучия. В связи с этим, соответственно, оперативные штабы разрабатывают соответствующие меры для создания условий для того, чтобы жители могли жить в наших новых условиях, которые отвечают этим стандартам. Новый автомобиль скорой помощи класса С поступил в Нерюнгринскую районную больницу. Его выделил региональный Минздрав. А к концу осени в рамках нацпроекта здравоохранения появится аппарат МРТ и ангиограф. Александра Цыбикова продолжит тему. Лучевая диагностика в Нерюнгринском районе выходит на новый современный уровень. Ангиография путем контрастного исследования кровеносных сосудов позволит нерюнгринцам следить за состоянием сосудистой системы. Спиральный компьютерный томограф, уже имеющийся в больнице, отремонтирован. Ему потребовалась замена лучевой трубки и генератора общей стоимостью в 10 миллионов рублей. И после проведения дозиметрии будет введен в эксплуатацию. Кроме того, МРТ производства Голландии уже на пути к Нерюнгре. Сегодня полным ходом идет подготовка кабинета. Государственный контракт заключен 22 мая. Сроки поставки и установки составляют 150 дней. То есть ориентировочно где-то в конце октября он будет уже вводиться в эксплуатацию. Новый автомобиль скорой помощи класса С уже транспортирован в Нерюнгри. Он оснащен всем необходимым медицинским оборудованием для оказания скорой реанимационной медицинской помощи, в том числе для проведения дефибрилляции желудочков, сердца и искусственной вентиляции легких. После того, как мы поставим его на учет в ГИБДД, он выйдет на линию. Ожидается, что уже где-то через неделю, может через 2, как только все эти процедуры будут завершены, мы в нашем городе получим новый автомобиль. Новое оборудование позволит нерюнгринцам диагностировать заболевания и получать необходимую помощь сразу на месте в своем районе, без вынужденных передвижений в соседние города и регионы. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. Почти четверть миллиарда рублей федеральных средств Якутия направит на ремонт 25 километров региональной дороги Анабар. Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Росавтодору из резервного фонда правительства в этом году бюджетное ассигнование в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Якутия в рамках распределения дополнительно получит более 248 миллионов рублей, которые направят на ремонт 25 километров региональной автомобильной дороги Анабар в Мирнинском районе. Это участок с 32 по 57 километры. Амгинский центр занятости на протяжении уже 29 лет помогает гражданам в поиске подходящей работы. На сегодняшний день на учете состоит 620 граждан. Во время пандемии центр перешел на дистанционный режим и принял более 400 заявок. Большинство программ обучения и переквалификации также были переведены в онлайн. Однако по сравнению с предыдущими годами желающих пройти профобучение стало меньше. Между тем, в летнее время удалось трудоустроить более 100 школьников в сельхозлагеря и волонтерские отряды. На сегодня у нас на профобучение поступили как курсанты 55 человек, что с прошлых лет разница очень большая. В прошлые года у нас больше, как говорится, 70-80% уже обучались и уже уходили в практику. На сегодня у нас только 55 человек. Видимо, все-таки ковид нам помешал в участии как курсанты. Потом они учатся дистанционно, не всем это нравится и удобно. Если, например, человек хочет еще добавить свою квалификацию, но
обучается дистанционно, но пройти практику очень сложно. Вот уже 5 лет жители Жатая вынуждены мириться с неприятным соседством. Своих домов облюбовали лошади. Как утверждают жители дома, жизнь с таким соседством становится буквально опасным для здоровья. С места событий наш корреспондент Саргалана Неустроева, она на прямой связи. Саргалана, расскажи подробнее о проблеме. Здравствуй, Василий. Да, действительно, жители этого дома, я как раз сейчас нахожусь у него, утверждают о том, что терпеть это соседство они вынуждены не первый год. И помимо каких-либо эстетических соображений, а запах здесь действительно очень неприятный, это соседство начинает приносить им проблемы со здоровьем. Здесь же и у детских площадок очень много детей, среди которых ходят и лошади, и неизвестно, в какой момент эти лошади начнут вести себя агрессивно. И вот что нам по этому поводу сказала местная жительница. Кони ходят, гадят, невозможно уже открыть окно. У меня астма, я задыхаюсь. Окно открою, у меня на запахе аллергия. Все, у меня 2 раза был астматический приступ. Я вызывала скорую, не могла никак сама его купировать, этот приступ. Но я считаю, это вот от духоты и вот от этих запахов. Это и не я одна, у меня вот соседка, она вообще страдает, сидит. У нее больные ноги, она не выходит из дома. Так она и даже форточки не может открыть. Как мы можем видеть, местные жители, они всеми силами своими пытаются как-либо оградить оградить свой дом от соседства с лошадьми. Вот при помощи таких нехитрых приспособлений. Но даже это не помогает, поскольку это же место облюбовали и местные таксисты, которые эту проволоку периодически разрезают, что дает свободный проход лошадям. Ну а как уверяют представители местной администрации, никаких законных инструментов для того, чтобы привлечь владельцев этих животных к ответственности, у них нет. И вот что нам об этом сказала глава администрации. Когда мы находим владельцев животных, вернее, мы не всегда можем их найти, потому что табуны ходят с разными лошадьми, от разных хозяев, с разными клеймами. И вот большая проблема, что на уровне республики нет единого учреждение, которое вело вот этот реестр владельцев с их клеймами. Потому что вычислить владельца по клейму не всегда удается. И не всегда удается найти хозяина. И в настоящее время мы просто уговариваем. Попросите, чтобы он убрал животное с территории поселка. Но, к сожалению, сегодня он убрал, а завтра эта лошадь опять пришла. Ну, действительно, лошади – это проблема не только жителей этого города, но и вообще всего Жатая. Они ходят по всем улицам и портят местное имущество. Ну и сегодня утром была проведена уборка. Из-под дома убрали весь навоз. Также прогнали лошадей, но это только временная мера, поскольку лошади уже даже сейчас ходят вокруг этого дома. И в скором времени они снова облюбуют это место, и снова жители этого дома не смогут даже открыть окна для того, чтобы спастись хотя бы от летней жары. И у меня на этом все. Василий. Да, Саргалана, спасибо за информацию. Держи нас в курсе. И к другим новостям. Гидрометцентр назвал регионы, которые окажутся в зоне аномального тепла. В их числе Якутия, где температура воздуха будет выше климатической нормы на 14 градусов. Если смотреть на карту аномалий температуры, то выделяется красные пятна. Красный цвет обозначает значительное превышение климатической нормы. На севере европейской части России, Урала и Якутии. В северном регионе в среднем 26-31 градус. Такой температурный фон продержится до конца недели. Наиболее яркие аномалии будут наблюдаться на северных территориях. Там климатическая норма будет превышена на 14 градусов. Между тем, в Якутии начался сезон сбора целебных трав. О том, какие из них можно повстречать в наших лесах и что из них действительно приносит пользу. Марферина Алексеева.
Галина Борисовна уже более 20 лет как вплотную занялась народной медициной. Собирает лечебные травы для себя и отправляет внукам в Центральную Россию. Говорит, растения Якутии особенны, и ягоды слаще, и целебных свойств в них больше. Живет Галина Борисовна в поселке Алмазный. Часто собирает травы вдоль реки Баутобия. Это ее любимое место. Здесь растет более 10 разных лечебных трав. Самым любимым растением травница отмечает сабельник болотный. Он сердце поддерживает, он зрение поддерживает. То есть он лечит, как король всех трав, он лечит почти все болезни. В желудке эрозия женщины залечили мы этим маслом, совхоза «Женщина». И, значит, 12-перстную язву залечили. Потом женщины, вот руки, когда трескаются до крови, даже беременная женщина, я ей давала масло. Вот махом вылечит. Растет сабельник в болотистой местности. Полезны в нем цветы, листья и даже корни. Из корней можно делать настойку. Листья и цветы можно сушить, либо замачивать в масле. При гриппе, ОРВИ и различных воспалительных процессах эффективно помогают всеми известные и везде растущие травы. Как только человек заболевает, сразу начинаем пить противовоспалительные травы. Ромашку заварим, календулу заварить можно. Иван-чай, его везде же много. Курильский чай – еще одно чудо растения. Применяется для лечения различных инфекционных вирусов. Нормализует функции щитовидной железы, при профилактике против раковых заболеваний, для устранения проблем пищеварительной, а также мочеполовой системы. Эффективен как жаропонижающее средство. Стоит мне заболеть, вот я чувствую, где-то я подцепила простуду, да, все, надо его заваривать и пить. Пижма держит хорошо стариковский организм. Вот. Кроме того, печень лечит. Все желтые травы, запомните, они лечат желчный пузырь и печень. При сахарном диабете сильнейший лечебный эффект оказывает ягода голубика, а также кора лиственницы. Кору надо поскоблить, кору, и потом эту кору кипятить. Она тоже хорошо понижает сахар. Традисканс, вот она так плетется, ее еще так называют сплетни, раньше вот называли, помню, бабулечки. И вот эти листики заварить, они, знаете, помогают как хорошо от сахарного диабета. Головокружение, ухудшение памяти, зрения или нарушение внимания говорит о закупоренных сосудах. При таких признаках хорошо пить чай с мятой и мелиссой. В нашем случае их хорошо заменит клевер. Клевера у нас тоже, слава богу, много. Есть и красный, и белый. Можно любой заваривать и пить. Когда сосуды грязные, эта болезнь называется атеросклероз. Если сосуды грязные, то человек начинает страдать, у него начинается головокружение, да, у него начинает голова болеть. К лекарственным средствам Галина Борисовна прибегает очень редко, и то только от давления. А ее лечебными рецептами пользуется не только семья, но и жители со всего района и даже за его пределами. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирнинский район. На этом пока все. До встречи в эфире.